в нашем зрительном зале в столь позднее время, в театре. И если бы мы говорили о ночи в театре, то, наверное, это была бы замечательная ночь, которая бы совместилась с таким прекрасным весенним променадом по ночной Уфе, что вас, в принципе, и ждет после нашего дефиле. Дефиле — это действительно прогулка, да, но прогулка по сцене. И сегодня замечательной весенней прогулки на сцене Башкирского государственного театра мы вам представим костюмы художника Ивана Складчикова, декорации его же, которые на сцене нашего театра оформляют оперу Жюля Масне «Дон Кихот». Опера редкая. В России она идет только на сцене Мариинского театра. И вот сейчас, 16 числа, состоится премьера у нас в театре. Опера, наверное, о великолепном и единственном романтике на всем белом свете, которого воспел Сервантес, о Дон Кихоте, и его история, рассказанная композитором, она оживет 16 числа на нашей сцене. В опере занят полный состав оркестра, занята полностью вся наша хоровая труппа, и также очень много солистов, которые тоже принимают участие в спектакле. Проведена огромная работа цехов, об этом Ваня скажет поподробнее. Это титанический труд, и когда вы увидите тот объем декораций, тот объемы костюмов, которые будут представлены вам, но это не только костюмы, декорации, это еще и работа гримеров, пастижеров, создание париков, головных уборов. Это работа монтировочного цеха, которая просто должна эти декорации поставить, поменять, и чтобы это сработало вовремя, потому что в спектакле некоторая креативность применена, чтобы эти картины менялись быстро. И мы повторяем этот опыт с дефиле, потому что в прошлый раз всем очень понравилось, что в преддверии премьеры наши средства массовой информации, наши друзья-блогеры смогли бы увидеть первыми то количество работы, которое делает театр. Потому что иногда ну и вы свидетели этих событий в театрах, когда это не секрет, сколько затрачено материалов, средств, а ты приходишь, смотришь и говоришь: а где деньги, Зин? Вот, потому что все считается и все понимается. Здесь же мы на протяжении, наверное, 5 лет представляем нашему зрителю очень масштабные, яркие и многокостюмные постановки. Следующая наша премьера после «Дон Кихота» — это опера «Онегин». После «Онегина» у нас «Севильский цирюльник», после «Севильского цирюльника» это «Аида», это «Чио-Чио-сан», то есть есть над чем работать. И оперы-то все не маленькие. Но я, наверное, много уже говорю, чисто из экономики, цифры, которые вам будут интересны, я уже в средствах массовой информации сказал, что эта постановка состоялась только благодаря целевой субсидии правительства Республики Башкортостан, беспокойному сердцу нашего министра культуры, которая защищала эти цифры и говорила, что не может такая опера стоить дешево. Вы поймите, и наше действительно счастье, что у нас министр музыкант, и она, как говорится, из искусства, вот, не принадлежит к искусству, а из искусства. И поэтому это большая радость, когда тебя понимают и слышат. Иван Петрович. Настал мой час, да? Да, твой звездный час. Еще и рассказывать о тех костюмах, которые вы увидите на сцене, из чего они сделаны, какой эпохе принадлежат, кто из персонажей эти костюмы носит
и как они носились в то время. То есть, Иван Петрович... Дорогие друзья, это действительно такая, как сказать, такое большое счастье, что у нас и с нашим министром прекрасный диалог, и личный прекрасный диалог. И мы можем делать такие большие исторические полотна. Я не называю это историческими полотнами, это скорее такой историзм, да, историзм, потому что нам, художникам, я имею в виду, что мы порой вводим костюмы, немножко меняя эпоху так, чтобы вы этого не заметили, но вам было повеселей и поинтересней. Но начать, я думаю, надо с того, что вы видите наш новый занавес, да, до его воплощения. Наш занавес был воплощен мастерами Мариинского театра, и не потому, что наши мастера это не могут, наши могут, но объем спектакля был таков, что наш художественный цех театра просто не успевал физически, потому что был ковид, как вы помните. И в какой-то момент наш цех тоже останавливался, и в какой-то момент у нас работал один художник, потому что все остальные болели. Но тем не менее, поэтому нам пришлось какую-то часть реализовывать в Мариинском театре. И мы подумали, что нашему театру очень не хватает занавеса, вот такого супер занавеса, потому что зал, как вы знаете, тот, в котором мы находимся, исторический, он дореволюционный, и есть спектакли, в которых очень требуется другая подача картинки зрителя, чем антрактно-раздвижным занавесом, который, как вы помните, придумал Константин Сергеевич Станиславский, да? В данном случае мы еще обращаемся к традиции конца 19-го, начала 20 века, потому что, если вы заметили, то сейчас у нас с вами традиция какая? Если зал красный, занавес должен быть красным. Если зал синий, занавес должен быть синим, и таким образом. Да? Так не было раньше. И вот тот головинский занавес, если вы помните, в Мариинском театре, который висит, да, который сейчас синий, он не был синим, он был у Головина красным. То есть синий зал и красный занавес. А синим его сделал в 1963 году Сулико Багратович Версаладзе, приведя его как бы по советским меркам к общему знаменателю зала Мариинского театра. И мы возвращаемся к такой двуцветности. Он, видите, он посередине немножко синий, и это согласуется с нашим таким небесным сводом, на котором танцует по кругу музы, да, и мне кажется, мы таким образом весьма гармонично задружили новый занавес нашего театра и оформление нашего. Да, вот ура, работает микрофон. Теперь, что касается Дон Кихота. Я постараюсь сейчас вам немножко рассказать, а дальше вы будете смотреть, и я постараюсь не мешать вам смотреть. Но костюмы к спектаклю «Дон Кихот» сделаны в стиле испанского маньеризма. Это примерно 1690-е годы. Если вы помните, то Испания конца, получается, да, конца 16 века, начало 17 века отстает от общей европейской моды примерно на 40 лет. И когда вся европейская мода уже одевается в стиль Людовика XIII, Испания одевается на 40 лет раньше. И вы сейчас сможете увидеть такой, думаю, исторический срез костюма испанского того времени. От придворного костюма, который будет представлен в виде инфант, маркиз, маркизов и так далее, до костюма голландцев. Мы сейчас называем их голландцами, на самом деле они фламандцы, да, на тот момент. И вот если вы помните, то исторически Фламандия в этот момент завоевана Испанией, является ее колонией. И поэтому часть фламандских купцов приезжают в Мадрид, и фламандская мода будет иметь очень сильное влияние на моду мадридскую. Опять-таки, сейчас, когда начнем показ, я вам кусочками расскажу и покажу, в каких местах костюмы это происходит. Вы увидите большой срез военных от алькальдов. Алькальды — это, собственно говоря, полиция того времени, да, которая следила за тем, чтобы на улицах было все в порядке, до гардемаринов. Гардемарины, собственно говоря, мужчины, которые служат на море. Да, это костюм испанской армады. Ну и, естественно, испанский городской костюм и испанский костюм крестьянский, да, потому что крестьяне входят в город каждый день и из него выходят вечером, привозя и кормя город, в который они приходят. Ну, собственно говоря, это все, что я вам хотел сказать. Дальше мы можем начать, и я какие-то небольшие, может быть, пояснения буду делать. Приятного вам просмотра. Иван Петрович,
Я предлагаю вам занять место здесь в ложе, чтобы видеть ваши творения и сразу же комментировать. Пока Иван Петрович занимает свое место, я немножечко дополню. Работа над оперой «Дон Кихот» началась в марте 2020 года. То есть уже практически 1,5 года. 14 месяцев ушло на разработку сценографии, подбор материалов и пошив костюмов. Всего было изготовлено около 400 костюмов, в дополнение к которым было сделано более 200 головных уборов. Вручную над ними работали сотрудники пошивочного и бутафорского цехов под руководством Натальи Васильевой и Альберта Яникеева. Специально для постановки было сшито более 100 пар обуви. Модельеры-конструкторы Михаил и Елена Ефимова. Ну, в принципе, остальное все вам уже рассказал наш генеральный директор и наш главный художник. Итак, мы начинаем показ. Наш показ начинается. Перед вами жители одного из городов Испании. Художник нам не уточняет, какого городов. Образы жителей разных сословий будут воплощать сегодня и также на спектакле на самом артисты хора, артисты балета, воспитанники детской оперной студии, а также солисты. Иван, рассказывайте. Ну, собственно говоря, то, что вы носите в жизни. Потому что большую часть того, что вы носите в жизни, вы покупаете поразмерно. А то, что носят артисты на сцене, подогнано под каждую фигуру в отдельности, и тебе приходится порой делать какие-то изменения в костюме, чтобы не уродовать артиста. Плюс к тому, в данном случае вы видите аппликационные платья, то есть это не рисунок, да? Это маленькие кусочки ткани, каждый из которых нашиты в отдельности руками, да? Это такая большая ручная работа. И это правда, по-настоящему такая высокая мода от театра. В данном случае вы видите костюм горожанки, хозяйки кафе. У них на голове, у них на шее, простите, такой воротник, который называется раф. И платье, нижнее платье на вертюгале. Вертюгаль — это такая форма поддержки юбки, дословно переводится как «гальская честь». Но в данном случае это, конечно, вертюгаль не придворный, вертюгаль, ну, как бы низших слоев населения, да. И посмотрите, у девочек жесткие лифы на костях, которые позволяют формировать немножечко по-другому фигуру. И обратите внимание, на платьях нет выточек. Выточки появились у нас с вами только в 19 веке. До этого дамы не знают выточек, поэтому грудь у них приподнимается вот так вот, без всякого силикона. То есть платье весьма выгодно в этом смысле, да, то есть можно дамам брать на заметку. Ну что же, с дочерьми кафе, хозяины и хозяйки кафе мы прощаемся, а перед нами появляются цветочницы, отдельная каста горожан этого испанского города. И даже отчасти горожан, а отчасти это костюм уже больше деревенский. И видите, вот посмотрите, у девочек юбки, видите, подобранные, и вы под ними наблюдаете еще одну юбку. Смысл был в следующем. Если на улице начинался дождь, у дам, у горожанок и как бы у крестьянок не было ни зонтов, то есть вы понимаете, это всего не было. Она юбку надевала себе на голову. Нижняя юбка служила верхней кофтой в тот момент, когда ей было холодно, либо шел дождь, она ее натягивала на себя. Поэтому верхняя юбка обычно бывала из более жесткой ткани по сравнению с нижней, да. И она позволяла ей сохранять тепло, а параллельно вот укрывала от разных ненастий. Ну и вы видите, естественно, шляпы. Такие шляпы — это принадлежность крестьянского костюма, безусловно, загородного костюма. И, собственно говоря, они потом в 19 век почти неизменными и перейдут. В данном случае шляпа, кстати, из натуральной соломки, так что все весьма натурально. В том числе и костюмы, да, это все натуральная ткань. В данном случае это разные хлопчатобумажные ткани, и в том числе это лен. Да, ну и вот видите, рукава, вот рукавчики и нижняя рубашка, которая называется шмиза, это натуральный крепдышин.
Ну, естественно, так как мы находимся в Европе, то обойтись в опере без кардинала и монашек невозможно. Да, особенно в Испании, как вы помните, в эту эпоху католическая церковь играет огромную роль, не просто огромную роль, а формирующую общество роль, да, потому что именно церковь людей женит, хоронит и вообще даже порой казнит, да. Она следит, блюдет за всей жизнью испанского общества, оно подчиняется церкви. В данном случае вы видите два костюма. Костюма монахинь-кармелиток, который состоит из нижней робы и верхнего плаща с такой накидкой поверху. Простите, вот к вечеру у меня уже вылетают какие-то слова из головы. Ну и кардинальский костюм. Кардинальский костюм, не в котором служат, а в котором испанские кардиналы ходят по улицам вместе с кардинальской шляпой. Да, такой, условно говоря, правда, это действительно будничный такой костюм, в котором служители испанской церкви ходили по улицам в том числе. Хотя по улицам они, конечно, кардиналы не ходили. Да, то есть это все платья, в которых люди практически передвигались только либо на конных повозках, но ни в коем случае не пешком. Именно поэтому вы видите длинные хвосты, длинные шлейфы, да, без которых люди того времени, ну, богатые люди того времени не обходились. И костюм еще призван показывать вам, в том числе и монашеский костюм с этими длинными рукавами, призван показывать, что эти люди не работают, да? То есть костюм призван показать вам, что эти люди не не делают ничего руками. Они служат Богу, они, ну, как бы у них руки свободны и не заняты, потому что в таких костюмах работать невозможно. Это у нас жонглер и жонглерша. Ну вот это вот тот момент, который я называю историзмом, да, то есть вы понимаете, что костюм реальных уличных жонглеров того времени был, конечно, проще и был, конечно, не таким нарядным, но для того, чтобы в спектакле впечатление не смазывалось, и чтобы люди, которые делают в спектакле достаточно сложные элементы, не терялись у вас из виду, мы делаем костюм гораздо... Таки, это аппликация, да, то есть, чтобы вы понимали труднозатратность, да, этого костюма, каждая полосочка – это не печать, это кусочек ткани, пришитый отдельно, да, то есть это аппликация. Очень сложная такая подробная работа наших цехов, за что девочкам огромное спасибо, в том числе здесь сидящим. Ну а перед нами появляется еще одна семейная чета. Это ремесленник, его жена, ну и, следовательно, дочери. Как-то так вот повелось, что у нас у всех семейных пар в основном дочери. Сыновей чего-то нет. В основном дочери, да. Ну, год такой выдался, да. Вообще, кстати, вот как бы к сведению, да, если год тяжелый, то, как ни странно, женщины рожают больше девочек, потому что девочек носить менее труднозатратно, и это уже доказала, собственно говоря, наука. А что касается самого костюма, то люди того времени одеваются по гильдиям. А в данном случае это представители гильдии хлебопеков. Но, опять-таки, вы видите у хозяина гильдии длинные рукава, что, опять-таки, говорит о том, что у него достаток такой, что у него работают наемные рабочие. Он не работает сам. Он, собственно говоря, только контролирует производства, и поэтому он может позволить себе такой многослойный костюм. Плюс к тому, костюмы были многослойными, потому что в ту эпоху дома отапливаются с большим трудом, в том числе в Испании, и людям, по большому счету, постоянно холодно, поэтому люди и зимой, и летом носят накидки, носят костюмы в пол, которые позволяют им согреваться. Да, ну и опять-таки, видите, у дамы воротник раф. Раф всегда показывал состоятельность, потому что на такой воротник уходит большое количество ткани, и он никогда не стоил дешево.
Да, и обратите внимание, у девочек на головах свободно, да, свободно волосы, вы видите. У дам на голове обязательно чепец, и после этого надет другой, следующий головной убор. Потому что вплоть до 19 века незамужняя дама может носить головные уборы, замужняя, не может носить, точнее, волосы распущенными, да. Замужняя дама не может себе позволить распущенных волос, потому что это считалось неприличным. До сей минуты у нас были с вами представители первого действия, горожане. Во втором действии те, кто придут на оперу, увидят отдельную касту разбойников, которые будут представлять мужской хор. Вот основные костюмы вот такие. Сейчас вы видите главного атамана разбойников, предводитель и вот 3 варианта костюмов остальных разбойников. Значит, смотрите, вот это самый, наверное, такой один из самых интересных моментов. Дело состоит в том, что в разбойники уходили в Испании беглые солдаты. И зачастую беглые солдаты и беглые гардемарины. То есть не офицеры, а те, кто были пониже. И вы видите отчасти гардемаринский костюм. То есть вы видите костюм людей, которые служат на флоте и которые служат как солдаты в пешей армии. Костюмы, поэтому костюмы разбойников потом, когда они трепались, да, то есть у них не было денег, чтобы этот костюм сшить наново, но основной костюм разбойников был на основе костюмов военного сословия. Потому что, собственно говоря, они были беглыми людьми из военного сословия. И беглыми они были еще по одной простой причине, потому что люди того времени их рекрутировали в солдаты, и для того, чтобы не идти, они должны были либо сбегать уже из армии, либо, любым образом покидать города, чтобы их не рекрутировали в этот момент. И вновь мы возвращаемся к горожанам. Это представители, так скажем, трудящейся молодежи, торговки, матрос, горожанин, ювелир. Вот такие вот они у нас. Ну вот обратите внимание, во-первых, это 3 варианта мужского городского костюма с широкими панталонами, с чулками. Наверху разные варианты верхних курток. Куртки застегивались как поверху. Это такое было щегольство, да, когда куртка не застегивается до конца. Так носила знать. А собственно говоря, люди не богатые пытались копировать знатный костюм, но, естественно, из подручных средств. Что касается дам, то опять-таки головные уборы в данном случае это торговки. Они всегда были достаточно объемными, чтобы дамы не загорали. Да, потому что чем бледнее кожа, тем, собственно говоря, аристократичнее дама, и дамы из небогатых семей пытались тоже этому соответствовать, максимально загораживаясь от солнца. То есть если мы сейчас с вами загораем, то дамы того времени делали прямо противоположные вещи. Да, ну и, конечно, на платье обязательный фартук, да, потому что, чтобы платье не пачкать, потому что, в отличие от нас с вами, меняющими почти каждый день одежду, люди того времени не меняли одежду достаточно долго. И платье порой могло достаться от бабушки и носиться внучкой почти всю ее жизнь. И только подлатываться. Да, и вот первый выход Дон Кихота, рыцаря печального образа, последнего романтика. Я вам могу честно сказать, что когда мы с Оскаром Мировичем обсуждали, каким он видит своего героя, мы решили, что мы приблизим костюм максимально к тому костюму, в котором пел когда-то эту партию
Шаляпин. Я не могу сказать, что это точная копия, потому что костюма не сохранилось. Есть один эскиз, и то достаточно неточный. Поэтому цвет, конечно, он уже абсолютно мой. Но все остальное, и нижняя рубашка, и верхняя веста, и панцирь, который вы видите, у которого как бы специально потеряна задняя часть, да, потому что, как вы помните, Дон Кихот был, в общем, человеком небогатым, и самое главное, он этот панцирь, как вы помните, по роману нашел, то есть, да, этого панциря изначально не было, и поэтому у этого панциря нет спинки, да, и что касается его головного убора, то это тазик для бритья. Это реальный тазик для бритья, и Дон Кихот, как вы помните, находит его и делает его своим шлемом, да. Выемка вот эта сбоку, она, собственно говоря, для того, чтобы туда всовывать голову и было удобно человека брить. Иван Петрович, а у Санчо что на голове? Какой тазик? У Санчо на голове, кстати, вот классический такой модный по тому времени достаточно берет, который носили в том числе и богатые крестьяне, и обязательно он надевался на нижний платок, который повязывал голову. Смысл был в том, что, во-первых, в Испании, в том числе в мадридской части, там, где Мадрид, да, в центральной части Испании, а мы, собственно говоря, играем в мадридскую моду в данном случае, достаточно холодно зимой, это согревало зимой, а летом позволяло не пачкать шляпу, потому что ты снимаешь этот нижний платок, если у тебя голова потеет. С непокрытой головой было ходить, собственно говоря, неприличным, да. И вы видите, у него такие резаные, богатые штаны. В общем, для крестьянина достаточно богатые, что говорит о том, что Санчо, ну, для крестьянина человек однозначно не бедный. Ну что же, Дон Кихот у нас появился, и мы, естественно, ожидаем первый выход Дульсинеи. Дульсинея не может выйти одна, она, Но естественно, это не Дульсинея, вы выходит со понимаете, своим это наш гитаристом. гитарист, да. Одна из исполнительниц партии Дульсинея, Назгуль Ибрагимова. И вот обратите внимание, Назгуль, не уходи, пожалуйста, далеко. Вот у Назгуль платье а-ля Людовик XIII. То есть Назгуль одета прям вот по последней моде по сравнению со всеми остальными, кто ее окружает в этом спектакле. И, собственно говоря, поскольку Дульсинея дама полусвета, и она богатая мадридская куртизанка, то есть вы понимаете, что такое куртизанка, да, какой профессией занимается мадам, соответственно, она может позволить себе носить распущенные волосы. Приличная дама распущенных волос не носит в эту эпоху никогда.
То есть, если вы видите даму с распущенными волосами в эту эпоху, вы понимаете ее род профессий и занятий. Спасибо. Даже несмотря на то, что она может быть очень богата, и на ней столько золота, камней и прочего, и прочего. Ну вот, собственно говоря, мы с вами добрались до служивого сословия. Мальчиков немножко перемешали, но вот сейчас вначале пошли к вам показаться пажи Дульсинеи. Собственно говоря, в таком костюме в богатых придворных домах ходила, ну, как бы, дорого одетая прислуга. Что касается мальчиков, вот если они покажут вам и поднимут плащ, то вы видите на плаще герб Габсбургов, потому что в этот момент Испания находится под властью Габсбургов, да, правит австрийская династия. И алькальде — это вот та самая полиция, которая осуществляла охрану. И вы видите вот такой специфический головной убор, который, кстати, носится до сих пор, потому что швейцарская гвардия Папы Римского до сих пор носит именно такой головной убор. Он, собственно говоря, не поменялся с 16 века. А в тот момент он был очень моден в Испании, и алькальды, люди, которые охраняли людей и которые, собственно говоря, которые управляли отчасти городами, да, защищали людей от бандитов, носили вот такие забавные, на наш, думаю, взгляд, уже каски. Но нас с вами ожидает выход поклонников Дульсинеи, Педро Родригеса, Гарсия, Хуана. Ну и, естественно, еще один выход Дульсинеи. Ну вот смотрите, в данном случае вы видите 3 варианта костюма испанского. В данном случае вот вышли мальчики, и вот плащ, который у них повязан, такого рода плащ повязывался на испанский манер. У Хуана, который слева от вас, вот если он повернет сейчас спиной ко мне, он вам покажет, что у него плащ на итальянский манер, который не перекинут через плечо. Вот сейчас, когда он повернется, он вам покажет его. Он у него просто висит сзади. Вот, да, видите, он пошел спиной, видите, он закреплен сзади. Так носили в Италии и, собственно, в Испании, и назывался это а-ля итальен. И у главного поклонника Дульсинеи, самого взрослого молодого человека, самого взрослого из всех поклонников, у него французская накидка, которая говорит о том, что это человек уже, ну, как бы в достаточно серьезном возрасте, потому что молодежь такие накидки предпочитала носить плащи, а не такие серьезные тяжелые накидки на меху. Вот еще один вариант костюма Дульсинеи. Вы опять видите платье по моде Людовика XIII, то есть по последней моде, поэтому оно декольтировано. И опять-таки волосы у нее распущены по понятной причине. Вот, на самом деле это, наверное, один из самых красивых костюмов в спектакле. Вы видите, на нем очень много страз, очень много стекла Сваровски, на нем аппликация, и аппликация расшитая разнокалиберным жемчугом. И вот такая забавная диадема, которая называется French Hood, которая состоит из 2 частей, которая у дамы закрывала переднюю часть, и, как видите, сзади поднималась такой, ну, как бы такой диадемой уже сзади. И мы вновь возвращаемся к действию первому. У нас появляются опять представители горожан, фламандки, фламандцы. Вот это то, что я вам рассказывал, да, что в этот момент Испания властвует над Голландией нынешней, да, над нынешними голландцами, которые тогда называли фламандцы. И, собственно говоря, потом они сделают революцию и посадят на престол династию Аранских, и тогда уже сформируется практически нынешняя Голландия.
И вот посмотрите, у них совершенно другое строение лифа, у них заниженный шнип. Шнип — это вот спереди вот это удлинение у дам называется шнип. И у них круглый фламандский рукав. И видите, есть внутренний рукав, есть внешний рукав. Опять-таки, такой внешний длинный рукав демонстрировал то, что дама не работает. То есть дама не занимается никакой модой. А мужчины-фламандцы на тот момент носят костюм тоже как бы на испанский манер, но видите, он серьезным образом отличается, потому что это брыжи гораздо более длинные. Брыжи — это вот эти вот удлиненные такие резаные штанишки. И фламандцы по последней моде того времени подвязывают их такими большими поясами, на которых ходило большое количество ткани, что опять-таки было попыткой демонстрировать всем окружающим количество денег у данного конкретного человека. Да, ну и в костюмах огромное количество золотого шитья. Вы видите и большое количество парчи, апплицированной парчи, и в том числе разных шелковых жаккардов. Да, и посмотрите, опять-таки, видите, у дамы шляпа. Шляпа обязательно надета на чепец. Почему? По той же простой причине, что замужняя дама волосы показывать не имеет никакого права не имеет показывать. Да? Это неприлично. Ну и вот мы идем дальше. Я вам обещал срез испанского общества, собственно говоря, вы его и видите. Это бакалавры. Люди, которые учились в университетах, это могли позволить себе далеко не все. И обучение в университетах происходило достаточно долго. И пока люди достигали бакалавриата, это не то, что мы сейчас под этим понимаем, да, это такая достаточно более-менее серьезная степень. И учились в университетах только дворяне, только исключительно дворяне. Крестьяне, низшее сословие в университет попасть в принципе своем не могло. В Испании, как вы помните, самый древний университет находится в городе Сеговия, но в том числе был и Мадридский университет, да, менее популярный, менее престижный. Но вот таким образом одевались люди, которые занимались наукой. Да, и видите, у них такой плащ а-ля францез, который надет на 2 плеча. Надевался на 2 плеча. Ну вот мы сейчас вам продемонстрируем еще один вариант платья. У нас в спектакле эти дамы являются такими маркизами-подругами, которые воспитывают вот маленькую девочку. И посмотрите, такая забавная история. Дело состоит в том, что детской моды до 20 века не существует, ее просто нет. Детей одевают как маленьких взрослых. То есть детский костюм будет точной копией взрослого костюма, только в уменьшенном виде. У дам, пожилые дамы чаще всего, когда они взрослели, ну да, пожилая дама того времени это 40 лет, то есть это дама моего возраста, то есть я тоже очень пожилой уже на самом деле, они зачастую надевали на верхнее платье, когда талия уходила, они надевали на верхнее платье, но на нижнее, простите, приталенное платье, платье верхнее, которое, как видите, крепилось поверху и скрывало, может быть, какие-то недостатки фигуры, делая, ну, как бы, фигуру такой, как бы сказать, колоколообразной, да. Вот, и у них вот такие очень, мне кажется, интересные головные уборы у обеих дам. Это такие френч-худы на испанский манер, которые, видите, как бы 2 головных убора, один надет на другой.
что тоже соответствовало моде того времени. Ну и, конечно, воротники рафы и таким же образом собранные манжеты рафы у рукавов. На самом деле, вот я вам могу сказать честно, такой раф даже сейчас делать — это очень сложная работа. И у наших замечательных девушек в цехах уходило большое количество времени на это уходит большое количество кружева, потому что раф надо собрать и уложить его на такую плотную ткань внутри, иначе он не будет держаться. Ну и вот вы сейчас увидите два костюма, наверное, не совсем вместе совместимых, но, может быть, это хорошо и показательно. Вот юноша, который сейчас стоит перед вами со шпагой, это костюм гардемаринов. Это единственный, наверное, костюм в Испании, в котором позволялось носить кожу. Видите, у него кожаный жилет. Кожаный жилет связан с тем, что люди служат на море, да, и непромокаемой одежды того времени практически нет. И кожа, наверное, один из, наиболее ярких, наиболее удобных вариантов непромокаемой одежды того времени. И шляпа такая заломанная, да, которую тоже носили люди, которые служили на море. У королевских пажей, которых вы видите сзади, это придворный костюм, который состоит из калета и брыжей внизу, и модного по тому моменту берета, да. То есть береты будут потом кочевать вплоть до нынешнего времени, но сейчас их больше носят, наверное, дамы, а тогда это был абсолютно мужской головной убор. Вообще, дамы, я вам могу честно сказать, вы весьма много забрали нашей мужской одежды, которую прекрасно сейчас носите, которая изначально была чисто мужской и ни в коем случае не была применима у дам. Ну и вот дуэньи. Вообще дуэньи — это такая особая каста в Испании. Это дамы, чаще всего, которые не вышедшие замуж, которые состарились в своих семьях, и они на старости лет зачастую были представлены к молодым незамужним дамам. А дуэньи — это вот прям реально отдельная каста, которая редко перемешивалась как-то с другими кастами в Испании, да. Дуэньи получали зарплату за то, что они следили за молодой дамой, за молодой девушкой или за молодой замужней дамой, и получали деньги за то, что они, собственно говоря, не давали ей, не дай Господь, посмотреть налево, да, чтобы сохранить честь молодой супруги, либо честь не вышедшей еще замуж дамы. Им за это платили деньги. Плюс к тому, дуэни зачастую были дамами, которые выдавали молодых девушек замуж. То есть они занимались таким сводничеством отчасти, да. То есть они сводили молодых людей и девушек молодых и искали незамужним девушкам, мужей. И получали за это куш. То есть, собственно говоря, на что они жили, да, если ты сосватала девушку из хорошего семейства за кавалера, дуэни получала куш как от одной семьи, так и от другой семьи, да, то есть она получала достаточно серьезную сумму, процент от приданного. Ну и зачастую потом дуэни могла еще помогать молодой даме, если молодая дама с ней дружила и подкармливала ее, и давала ей такие небольшие, а может быть и большие взятки, помогала наставить мужу рога. Потому что муж зачастую, особенно если это муж, который служит, уезжал надолго. И, как вы понимаете, жить было скучно, и молодые дамы начинали искать какого-то развлечения на стороне. И дуэни зачастую вот таким, порой не самым красивым сводничеством тоже занимались. Вот благодаря сегодняшнему показу многие артисты узнали, кем же они являются на самом деле. Ну, а сейчас мы от люда простого переходим к знати. Перед нами появляются 3 пары герцогов и герцогинь. Вот
Я думаю, что мы в данном случае видим с вами испанский костюм эпохи маньеризма во всей красе, но одновременно мы с вами видим влияние. Да? Испанский костюм тоже претерпевал влияние, причем почти, как ни странно, одновременное, да? Потому что когда Елизавета Валуа вышла замуж за короля Филиппа и приехала в Испанию, Елизавета Валуа, это дочка Екатерины, Медичи, она привезла с собой влияние французского костюма и итальянского костюма, потому что Екатерина Медичи, как вы понимаете, приехала из Италии во Францию, да? И вот платье правое от вас, у дамы с Рафа, вот она сейчас к вам идет, двигается, да, вот это прям платье, испытывающее конкретное итальянское влияние. Видите, у нее такие мелко-мелко-мелко-мелко прорезанные рукава. У дамы в черном платье это явное французское влияние. Такое платье было модно при французском дворе и потом перекочевало к испанскому двору. И дама, которая посредине, наверное, имеет под собой самый испанский костюм, ну, как бы почти без влияния. Видите, такой стоячий воротник. Поскольку мода придворная, то мы видим все-таки вырез спереди, но при этом прикрытый такой расшитой шмизеткой. Шмизетка – это такая маленькая рубашечка, которая надевалась под платье, да. И мы еще раз вспоминаем о том, что платья никогда не носились на голое тело. То есть это многослойный костюм. Что касается мужского костюма, то вы видите вот здесь 3 разных калета. Калет в синем – это калет наиболее модный, потому что он почти в стиль Людовика XIII, то есть это говорит о том, что этот молодой человек уже, собственно говоря, понимает, что во Франции уже носят по-другому. Калет срединный – это калет абсолютно испанский, и опять-таки калет черный – это калет, испытывающий такое французское влияние, но более раннее. То есть вы понимаете, да, что люди в этот момент одеваются, естественно, вот как вы сейчас сидите в зале, кто-то из вас более модный, кто-то менее модный, кто-то из вас в строгом костюме. То есть, да, люди перемешивались, да, мода не была единой для всех. И мода вообще меняется в этот момент раз в 50 лет. То есть люди в течение 50 лет примерно носят один и тот же костюм. И вот мы продолжаем придворный костюм. Это придворный костюм фрейлин инфанты. Инфанта, как вы помните, инфанты – это наследники испанского престола. Все дети короля носят титул инфантов. Инфант дословно означает по большому счету ребенок, да, потому что инфантильный, то есть вы понимаете, да, с чем связывается этот титул и это слово. Но инфантом человек мог оставаться всю свою жизнь, поскольку мог никогда не унаследовать престол. И в данном случае, опять-таки, вы видите испанское платье, у девочек френч-худ на голове, и мальчики вот с придворными такими цепями, опять-таки, на калите, и вы видите уже модный на тот момент, модный мужской верхнюю модную мужскую одежду с бантами, испытывающую уже влияние французской моды Людовика XIII, да? То есть это говорит о том, что мода ко двору уже добралась, да? И у них немножечко другие береты, как вы видите, да, на испанский манер более жесткие. Вот. И калет такой уже более смазанный, более мягкий, ближе к Людовику XIII. То есть по последней практически моде. И вот сзади, сейчас к вам подойдут вперед, инфанта. Значит, костюм инфанта – это реплика, точная реплика костюма короля Филиппа IV. Прям вот точная реплика. И костюм инфанты – это тоже точная реплика костюма его жены, собственно говоря, на тот момент королевы Испании. Но, собственно говоря, до того, как она стала королевой, она была тоже инфантой, да. И посмотрите на рукав. Вот мы сейчас с вами видели голландок, мы видели фламандцев, да, как одеваются. Вот вы видите в данном случае влияние фламандского костюма на костюм испанский. То есть вы видите испанское платье с круглым фламандским рукавом. Вот просто обратите внимание, да, на это. И на голове опять-таки френч-худ. Френч-худ – это мода, пришедшая из Франции просто чуть-чуть раньше. Она пришла вместе с Елизаветой Валуа, когда она приехала в Испанию.
Да, ну и опять-таки обратите внимание на веер. Вот такие нескладные веера были в эпоху испанского маньеризма чрезвычайно модные. Вот просто чрезвычайно модно. Они делались, как в данном случае, из перьев, так и делались из натянутого и апплицированного шелка. Ну вот из разных материалов делались. И украшались полудрагоценными камнями. Да, и посмотрите, у инфанта красные каблуки. То есть если вы видите в каких-то исторических фильмах красные каблуки, это говорит о том, что вы видите дворянина. Дворяне носят только красный каблук. Красный каблук — это так вот как лабутены, да, вот дамы меня поймут. Вот как только ты на лабутенах, у тебя красная подметка, все сразу видят, очень круто. Вот это тот самый случай, да. Если нет красной подметки, то мы ее, не знаю, красим лаком для волос, неважно чем, но чтобы она была красная. Вот это тот самый случай, да, красные каблуки. Как у дам, но у дам в меньшей степени, но у мужчин вот прям просто обязательная такая маркировка. Да, весь сегодняшний наш вечер, он только лишь говорит о том, что ходить в оперный театр очень полезно. Можно узнать очень много нового. Ну, в данном случае вы видите балетные костюмы. Они, естественно, облегченные, да, потому что ребятам надо танцевать. Но, тем не менее, они сохраняют все атрибуты испанского платья. Единственный момент, который могли себе позволить, в том числе модные испанские танцовщицы, которые появляются в эту эпоху. Как видите, платье черное, они могли себе позволить вот этот красный подбой, потому что красный подбой под черным платьем обычной даме было носить неприлично, а вот даме, которая танцует, в общем-то, вполне, да. И в Испании много такой традиции танцевания, да, которая пошла по большому счету с эпохи реконкисты, и дамы, которые занимались с ним, были весьма уважаемыми, несмотря на то, что, как бы казалось бы, занимались такой странной по тому времени профессией. Ну вот у нас на сцене появились мажордомы. Значит, кто такой мажордом? Мажордом, вот если вы богатая испанская дама, если вы маркиза или так далее, маркиза или графиня, да, это по большому счету удельные князья. Они такие же короли в своей области, как общеиспанский король, да. И у них были люди, которые управляли их двором и управляли всем этикетом, потому что испанская жизнь того времени максимально формализирована. То есть просто так вы не можете не подойти к даме, вы должны знать, как, когда, в какой момент и как вы это можете сделать. И вот всем этим управляли такие люди, которые назывались мажордомы. Они имели на самом деле в Испании огромное влияние. И не просто влияние на тех, кто приходил в дом, они имели влияние на своих хозяев, да. То есть дама зачастую не могла осмелиться противоречить либо мажордому, либо придворной даме, которая за ней, собственно говоря, смотрела и осуществляла этикет. Ну и вновь выход поклонников Дульсинеи уже во втором варианте их костюма. Хуан, Педро, Родригес и Гарсия. Ну вот смотрите, два самых популярных цвета эпохи – это белый и красный. В Испании больше красный, во Франции больше белый. Поскольку, когда Франция начинает сильно влиять на Испанию, то вот эта мода на белый костюм в Испанию тоже проникает, но настоящий испанец, он всегда как бы подчеркивает, что он испанец, поэтому красный костюм такой, ну как бы такой яркий атрибут. И посмотрите на туфли, особенно туфли наших молодых людей, которых в данном случае поют наши прекрасные девочки-солистки. Вы видите обувь из бархата, потому что весьма модно было делать обувь из таких материалов.
и с золотым плетением, золотым кружевом. Ну и вот появилась наша Дульсинея. И в данном случае, опять-таки, тоже это испанский костюм. Но, наверное, это платье самое интересное, потому что это платье, да, вот я думаю, что оно того стоит. А это платье, я его видел с самого детства, потому что я вырос в Малом театре в Москве. И потому что мой папа и моя мама там работали, мой папа, точнее, простите, там работал. А это платье является точной копией платья Ермоловой в спектакле «Мария Стюарт». Точной копией, один в один. То есть, собственно говоря, в данном случае, вот то, что я говорил об историзме, вы можете прикоснуться к такому моменту, наверное, наибольшей славы российского театра. И это платье соответствует, естественно, эпохе. Ну и вот как бы общий объем. Но на самом деле мы не показали еще вам несколько костюмов специально для того, чтобы послезавтра, потом 18 и 19 числа и так далее, дай бог, эта опера будет жить много-много лет в нашем театре. И вот на всех ее показах мы вас ждем, чтобы вы увидели ровно те костюмы, которые вы еще не видели. И еще я хотел бы сказать, что вот здесь в зале сидят девушки, которые, собственно говоря, своими руками это делали. И вот на Наташа, сцену как Екатерина... раз мы сейчас их даже пригласим Мы на даже сейчас их сцену. пригласим на сцену, Бойцов невидимого фронта, которым, к сожалению... Ага, Дон Кихот сначала выйдет. Хорошо. Дон Кишоте, он же по совместительству художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета и режиссер-постановщик данной оперы, И виновник премьера всего которой того, что будет состоится буквально у нас послезавтра. Оскар Эмирович Абдразаков, виновник того, что вы сегодня на сцене увидели. Ну что ж, а мы еще параллельно приглашаем на сцену бойцов невидимого фронта, которые, к сожалению, не выходят на премьерные показы, но героев должны знать в лицо. Итак, заведующие нашими цехами. Пошивочный цех Наталья Васильева. Художественно-декорационный цех Екатерина Ткачева. Пожалуйста, пожалуйста, ближе, чтобы вас видели. Наталья, Екатерина, проходите. Гримерно-постижерный цех Альфия Байбакова. Бутафорский цех Альберт Яникеев. Мы надеемся, что опера «Дон Кихот» найдет своих горячих почитателей среди уфимской публики. Ну и, на дорогие долгие друзья, годы войдет... хочется, чтобы наши замечательные творцы, как их назвали бойцы невидимого фронта, получили цветы за свой труд. Спасибо вам огромное, друзья. Ну, я еще хочу сказать, что вы увидели только один план декораций и один супер занавес главный. Но декорации будут меняться у нас во время
спектакля очень часто. Костюмы вы практически все увидели, а вот чтобы увидеть декорации и услышать, как роскошно поют наши певцы, приходите к нам на премьеру. Друзья, спасибо вам большое. Спасибо.